Обращение к Макрону, освобожденной из плена француженки. 75-летняя Софья Петронин была похищена боевиками на севере Мали в декабре 2016 года. До похищения Софьи руководила швейцарская благотворительная организация в африканской стране. Вернувшись на родину, француженка рассказала об изменениях в своей жизни за последние годы. Моя самая большая радость сегодня заключалась в том, что мой помощник продолжал мою работу в мое отсутствие. Я благословляю Мали. Я прошу Аллаха о Его благословении и милости, потому что теперь я мусульманка. Вы говорите Софья, но на самом деле перед вами стоит Марьям. После приезда Софьи Петронин во Францию отправила письмо Макрону. Марьям, свободная француженка, рассказывает о своем пленении в Мали. Да, они похитили меня, но никогда не трогали. И они относились ко мне с уважением и с почтением. Они давали мне еду и питье и уважали мою личную жизнь. Никто не оскорблял меня ни словесно, ни физически. Никто не заставлял меня принять ислам. Но я видела это в их прекрасных поступках. Это люди, которые очищаются, 5 раз молятся Господу и постятся в течение месяца Рамадан. Их жизнь скромна, их страны бедны. Нет Эйфелевой башни. Они не используют французские духи, но они чище, чем мы. И их сердца чище. У них нет роскошных автомобилей. И они не живут на высоких зданиях. Но их гордость выше облаков, а их вера сильнее самых высоких гор. Макрон, вы слышали чтение Корана? Это самое прекрасное в мире, даже если вы не понимаете, что они читают. Женщины темнокожие, но их сердца белее, чем молоко. Они носят простую одежду, но в глазах мужчин выглядят очень элегантно. Никто не входит в чужой дом, когда в доме нет мужчин. Они не пьют алкоголь, не играют в азартные игры и не прелюбодействуют на улице. Мусульмане там верят во всех пророков, даже в Иисуса, которого любят больше, чем мы. И тот факт, что одна сура из Корана названа в честь Марьям, имя которой я выбрала, является знаком того, что эта книга прославляет и уважает женщин. Макрон, вы думали когда-нибудь, что они любят Иисуса больше, чем мы? Наша страна пролила кровь невинных во имя Иисуса, разграбила богатство их земель. Мы довольны щедростью нашей страны, но по-прежнему считаем террористами тех, кто защищал свою родину. Но они показали мне и другим заложникам нравственность Иисуса, которую мы слышали в церквях, но не практиковали. Это религия ислам, с которой вы, Макрон, сражаетесь день и ночь. И я больше не вижу Францию с ее гламурной красотой. Самые красивые — это бедные и скромные люди в Мали. Я даже решила вернуться туда снова с семьей, потому что я хочу, чтобы они поклонялись несравненному Богу и попробовали вкус того, что попробовал я. Я также приглашаю вас пересмотреть свои взгляды на эту великую религию, которая является посланием всех пророков, которые прошли от Адама и Иисуса и заканчивается Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалямом, пророком всех миров.